Самые главные события этого дня в нашем выпуске новостей. В студии Андрей Погорелов. Смотрите в этом выпуске. В Якутском городском суде продолжается заседание по делу двух народных депутатов. В отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения. С праздником «Родная Якутия». Сегодня крупнейший регион страны отмечает День образования республики. Сенсационная победа. Якутский фильм «Царь-птица» Эдуарда Новикова получил главный приз Московского международного кинофестиваля. Сегодня Якутия, крупнейший регион страны, отмечает День образования республики. В этот день произошли сразу два знаковых события в общественной и политической жизни региона. В 1922 году была образована Якутская автономная советская социалистическая республика. А ровно 70 лет спустя, в 1992 году, вступила в силу новая конституция республики, которая определила статус Якутии как субъекта Российской Федерации. Жителей республики поздравил руководитель региона Егор Борисов. Уважаемые якутяне, поздравляю вас с днем рождения республики. В этот день мне бы хотелось, чтобы те достижения, которые мы получили за все эти годы, были укреплены и подкреплены нашими конкретными действиями, нашей консолидацией, чтобы получать успехи и в дальнейшем более конкретными, успешными. И такая возможность у Якутии есть. Есть в сознании людей, есть в возможностях людей, и есть политики, которые мы вместе с вами ведем в нашей республике. Еще раз с праздником вас, успехов вам! В честь Дня республики работникам различных отраслей вручили государственные награды. Председатель правительства Якутии Евгений Чекин поздравил награжденных. Премьер-министр отметил, что благодаря их труду республика развивается и процветает. Открываются промышленные объекты, улучшаются социально-экономические показатели. Растут показатели по добыче золота, алмазов и газа. Свою заслуженную награду за развитие Северного флота получил Василий Лебедев. 27 лет назад он перегнал из Германии теплоход «Магдебург» и с тех пор в условиях северной навигации перевозит жителям Арктики продукты, овощи и товары народного потребления. Евгения Андросова встретилась с капитаном теплохода. Красавец Магдебург каждый год перед навигацией прихорашивается. Ребята красят обшивку судна уже третий день, а перед входом обязательно снимаем обувь. Василий Васильевич провожает нас в святая святых – рулевую рубку. Называется штурвал. Вот так поворачиваешь, и теплоход послушно поворачивает в ту сторону, которую задает штурман. Нынче Василий Лебедев встречает свою 39-ю навигацию. Говорит, за зиму сильно соскучился по родному теплоходу. Руки так и просятся к штурвалу. Охота поскорее вернуть судно к активной жизни. Внутри теплохода «Магдебург» тепло, чисто, уютно, как дома. Всю зиму он стоял в замороженном виде, а сейчас идет подготовка к навигации. У меня судно... Это не второй дом, наверное, первый дом, ведь все основное время проходит здесь. Зима, ну, такое дело, проходит она, пробегает быстро, а здесь все свое, все родное, 27 лет я на нем. Наш герой родом из Ярославской области. После окончания Рыбинского речного училища Василия по распределению направили в Якутию. Сейчас у него 3 сына, все пошли по стопам отца. Правда, они не речники, а моряки. У меня отец служил на флоте в годы Великой Отечественной войны. Я видел его фотографию, где он в форме, морской форме, и я поэтому полюбил и пожелал почему-то связать свою жизнь с водой. Северный завоз и Василий Лебедев – это практически синонимы. Он человек, который не понаслышке знает, в каких экстремальных условиях живут люди на севере. Орден «Полярная звезда» наконец-то нашел своего хозяина. Евгения Андросова, Григорий Хлопков, Якутск.
В Ленске накануне праздника во многих учреждениях и организациях прошли торжественные собрания. Не стал исключением и технологический техникум, преподаватели и студенты которого по-особому творчески отметили это событие. В рамках мероприятия был проведен конкурс якутской национальной кухни. Учащиеся отдельно и совместно с родителями приготовили изысканные, любимые многим блюда. Приглашенные творческие коллективы порадовали присутствующих национальными танцами. Несмотря на то, что в Алекминске с утра погода не заладилась, к назначенному времени на площади Ленина собрались люди, чтобы вместе отметить День Республики. С главной сцены прозвучали поздравления официальных лиц, полюбившиеся всем песни, а в заключение все стали в один большой круг асохой. А в Нерюнгри свой национальный хороводный танец горожане и гости района исполнили на главной площади. В центральном круге танцевали участники якутской общественной организации «Саха-Аймах». Второй круг составили представители всех национальных общин местного отделения Ассамблеи народов Якутии. Третий круг – учащиеся и педагоги школы «Арктика» и жители села Иенгра. Многонациональный танец собрал в круг представителей более 100 народов и национальностей, проживающих в Нерюнгри. Всего более 1000 человек. Якутский хоровод на площади Ленина только уже в городе Мирный собрал участников якутской организации «Сардана», студентов и жителей города. Праздничный асохой длился полчаса и вели его по очереди все желающие. Мероприятие в Мирном проводят ежегодно. Нынешний танец стал 4-м по счету. Сегодня жители и гости алмазной столицы собрались на праздничном концерте, а также провели флешмоб, где порядка 50 человек сыграли на хамусе. Пожалуй, самым ценным подарком для республики стала сенсационная победа фильма «Царь-птица» якутского режиссера Эдуарда Новикова. Лента получила главный приз 40-го Московского международного кинофестиваля. Решение присудить создателям картины награду «Золотой святой Георгий» приняли члены почетного жюри во главе с итальянским продюсером Паоло Дель Брокко. Вчера после церемонии с жюри, членами жюри я разговаривал, они сказали, что, посмотрев фильм, они сразу решили вручить эту номинацию. И этот китаец, был член жюри, он даже показывал, как они голосовали там, они на доске нарисовали, и оказывается, пишут фильмы, и они галочки ставили, и в моем фильме все поставили. Сам удивился, честно сказать. Этот день войдет в историю якутского кино еще одним событием. Лента «Ага» болгарского режиссера Милка Лазарева, которую снимали в Якутии, в частности в Мирном и Хангаласском районе, стала лучшим фильмом на старейшем международном кинофестивале Ближнего Востока «Фадрж». Примечательно, что половина съемочной группы, якутские кинематографисты, также во главе съемок были задействованы наши актеры. Колмар активно подбирает специалистов. До конца года планируется закрыть более 1000 вакансий. Напомним, накануне открылась 6-миллионная обогатительная фабрика «Денисовская» в Нерюнгринском районе. Численность сотрудников составляет свыше 400 человек. Сейчас фабрика укомплектована на 70-80%. Это необходимое количество персонала для запуска предприятия. В начале лета начнут работать подземные участки на месторождении. К другим темам. В Якутском городском суде продолжается заседание по уголовному делу двух народных депутатов Александра Уарова и Дмитрия Савина. Парламентариям инкриминируют получение взятки от руководителя одного из акционерных обществ. Защита Александра Уарова, ссылаясь на тяжелое заболевание народного депутата, ходатайствовала о медосвидетельствовании. Ранее защита потребовала перерыва для разговора с подзащитным. Он жаловался на шум в ушах, тахикардию, аритмию и повышение давления. Судья принял решение о заключении Уарова под домашний арест до 25 июня, сообщает наш корреспондент из зала суда. 900 тысяч рублей – сумма общей взятки, которую по версии следствия получили народные депутаты. Об этом в зале суда сообщил следователь Следственного комитета. Александр Уаров получил взятку в размере 400 тысяч рублей, а Дмитрий Савин в размере 500 тысяч для увеличения бюджетного финансирования компании в период с 1 октября 2013 года по 30 декабря 2014, сказал следователь Николай Федоров. Единая интернет-площадка, объединяющая все районные газеты. Сегодня в День Республики состоялся торжественный запуск нового сайта «Улус-Медиа». На портале журналисты будут правдиво и оперативно писать, чем живут районы Якутии. Кроме материалов районных газет, на сайте будут публиковаться и собственные материалы редакции. Данный информационный продукт не имеет аналогов на Дальнем Востоке и открывает новые возможности информационной работы для районов республики. Добрый день, уважаемые
Вот есть немножко неправильное понятие сайт улусных газет. На самом деле это республиканская площадка для наших улусов, для наших территорий. И даже не республиканская, а, наверное, межрегиональная. В этой информации, которая будет оперативно размещаться на этом сайте, нуждаются не только горожане, не только жители других наших больших населенных пунктов, но и наши земляки, которые живут за пределами нашей республики. Симфония вечной мерзлоты в Якутске состоялось открытие галереи художника-модельера Августины Филипповой в ювелирном доме Керги. В коллекции представлены национальные костюмы народов Севера и мифологических героев. Подробности в нашем сюжете. Любовь к природе – вот что вдохновляет мастера на создание ее шедевров. Раньше музей Августины Филипповой находился в селе Бердигистях родного горного Улуса. Теперь с появлением галереи в Якутске каждый может увидеть воочию ее легендарные костюмы. Предложили ей открыть галерею именно в центре города Якутска. Вот у нас помещение мы выделили. И вот выставили ее пока 14 работ, а потом уже будет больше. Ее образы – это настоящий полет фантазии. Вот уже четверть века она создает национальные костюмы. Точное количество своих работ маэстро и сама не знает. Очень скромная и улыбчивая. Августина Филиппова признается, иногда сама боится своих творений. Но я их никак не могу различать, потому что я боюсь их, они духи природы, поэтому как-то отдельно их, вот этот лучший костюм, этот лучший образ не могу сказать, мне это опасно. Они одинаковые, конечно, мои любимые, и я им преклоняюсь, и я их боюсь иногда. Августину Филиппову любят и уважают не только в республике, но и за ее пределами. В прошлом году она приняла участие в международной ювелирной неделе Estet Fashion Week, где завоевала гран-при фестиваля. Примечательно, что открытие выставки состоялось в День Республики. Автора коллекции всегда вдохновляла богатая культура народа Саха и красота якутских женщин. Анастасия Кобызева, Павел Пахомов, Якутск. На этом у меня все. Мы продолжаем следить за развитием событий.